Якутская журналистика и жители республики потерпели большую утрату в ходе специальной военной операции. При исполнении своего долга погиб известный журналист, ведущий и корреспондент НВК «Саха» Алексей Семенов. Зрителям он запомнился как талантливый телевизионщик, автор информационно-аналитической программы «Кюнтен-Кюн». Для нас его коллег Алексей навсегда останется примером для подражания, мужества и профессионализма. Меня зовут Алексей Семенов, Не просто журналист. В каждый свой материал Алексей Семенов вкладывал душу. Трепетно относился к слову и тому, как будет выглядеть в кадре. У него ко всему был свой подход. Алексей четко понимал, что хочет увидеть зритель в эфире национального телеканала. Так, как делал Алеша, больше никто не сумеет. Потому что как он заходил в студию, как он разговаривал со спикерами, как он делал сюжет, компоновал, писал текст. Это было уникально. И при всем этом Алексей был очень скромным, немногословным и добрым. Его сложно назвать наставником в привычном понимании, но каждый новичок телеканала равнялся именно на его работу. Чего только стоили одни стендапы Алексея. Ни одного лишнего движения, ни одного лишнего слова. На телевизионном языке такие приемы называют оправданными. Вот я хочу вспомнить один материал, когда он делал про архив материал. И вместо того, чтобы словами передать о том, что значимость архива через несколько лет только будет проявляться, он загримировался и эти же кадры рассказывал словами уже в будущем времени, сидя уже в роли старика. Талантливый человек талантлив во всем. Алексей родился в 1986 году в селе Далыр Верхневилюйского района. И именно здесь он и начал свою карьеру в телевидении. Но перед этим отучился на культуролога и чуть было не заключил контракт с театром эстрады. Мы могли бы знать его как артиста и певца, но он предпочел журналистику. При этом долгое время Алексей работал в улусном филиале телеканала. В один прекрасный день к нам из Верхневилюйского района приехал стажер. Неделю или 2 недели он сам по себе снимал что-то, делал какие-то классные сюжеты. Мы здесь работали, но его приемы мы не использовали. И он вот так вот, как приехал, внезапно, можно так сказать, да, и внезапно уехал. Саңатупсаға стадион бір кемге үстенче зрители. Сюда, в Якутск, его звали аж 3 раза. Послушался Алексей только на 3-й по совету старшего коллеги. Тот сказал ему, что надо расти. А приехал в Якутск, он совершенно другим человеком. Он практически всех знал. Мы его встретили как звезду, потому что мы уже знали, какие работы он делает, да, какие сюжеты он снимает. Начинал он корреспондентом, но в какое-то время еще учился на оператора. И целый месяц он летал в северные районы. За всю свою карьеру Алексей исследовал, пожалуй, всю необъятную Якутию. Он был легок на подъем, соглашался на любую работу и во всем видел интерес. Для Алексея не существовало скучных тем. Он из любой мог сделать стоящий материал. Он был готов к работе всегда, вне зависимости от того, какое событие это происходит. Это может быть ЧС, там, наводнения, лесные пожары, какие-то крупные аварии или какое-то серьезное очень общественно-политическое событие, да? Или даже элементарно просто какие-то детские соревнования. То есть охват тем, над которыми он работал, он был очень широким. Эги неделе түмүктерин тахарар күнтен-күн берини көрөгөт, онна чаасаң арныстата бей корреспонденттер бут материалларын сырдатык быт. В 2014 году Алексей Семенов впервые вошел в студию в качестве ведущего передачи «Кюнтен-Кюн». Именно с его подачи ее выпуски приобрели культовый статус. Над выходом всего одного эфира Алексей работал больше недели. Мы с Алешей были знакомы больше 10 лет. За это время мы готовили очень много выпусков новостей, итоговые передачи «Кюнтен-Кюн». И над самими сюжетами тоже много работали. Леша всегда старался заранее все подготовить, чтобы успеть доделать графику для передач.
В 2024 году всю редакцию удивила новость о том, что Алексей подписал контракт на службу в зоне специальной военной операции. Об этом он никого не предупреждал, не хотел, чтобы друзья волновались. Там, на фронте, Алексей работал в составе разведгруппы и, несмотря ни на что, продолжал делиться новостями с полей, присылать доступные фото и видеоматериалы и когда-нибудь мечтал создать документальный фильм о спецоперации. И в этом поступке, и в каждом его сюжете прослеживается большая любовь. Любовь к супруге, ко всем своим 3 детям, к коллегам, к работе и родине. Именно за это Алексея полюбили в ответ мы и его телезрители. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Барта тенга болон, келлер фирге, керсөкпүт.